Преображение с каждым годом. 2020 оказался для жителей и властей напряженным, но в то же время плодотворным. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, социальные объекты строились, дороги ремонтировались, развитие сельских поселений не останавливалось. Так, в Нестеровском в скором времени готовится к открытию второго по счету Дома культуры. Первый был построен в 1979 году. Его полностью отремонтировали. Уложили брусчатку, обновили фасад, окна, двери, провели внутренние работы. Установили лавочки. В общем, храм культуры не узнать, но его на 24 тысячи человек, а именно столько проживает в селении, недостаточно. Новый выделение земельных участков, новый микрорайон, так цена езжу мотигер дал эндали ушер объект шибахчакадан сдать дачакалижи. Новый дом культуры построили в рамках нацпроекта «Культура». До самого открытия осталось только несколько штрихов. Убрать все лишнее, привести в порядок двор и оборудовать помещение. Между тем, культурное преображение не обошли стороной и еще одно сельское поселение. В Алхастах в рамках того же нацпроекта капитально отремонтировали дом культуры 1972 года постройки. Полностью капремонт я его что наха ездишь, болбеж, ничего мероприятия проводите, чан учия, а масанзут, масыз, анчулда более комфортных условиях дал эндели, мероприятия уже. Помимо прочего, в Алхастах на центральной улице проложили тротуар протяженностью 90 метров, установили скамейки, урны и освещение. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда». В апреле одному из живописнейших сельских поселений республики исполнился 21 год. Пейзажи Бердюрта и местный колорит пока берут верх над социальной инфраструктурой. Водоснабжение наладили в 2019-м. Провели электричество, газ, продумано освещение. В общем, все постепенно налаживается. В селении 15 улиц. В Бердюрте проживают около 800 человек. Для них стараются создать все необходимые условия для жизни. А в марте этого года в селе состоялось торжественное открытие нового Дома культуры. Поздравить сельчан с новосельем приехал и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. У нас дети-то, им надо куда-то прийти, объединяет это, чтобы они учились музыке, чтобы они читали книги. Мы остальное все даем в семье. Долгожданный первый Дом культуры за всю историю села появился в 2020-м и в Чумульге. Пение, танцы, бисероплетение. Теперь у ребят есть возможность развивать свои таланты и заниматься любимым делом. Одни рисуют, другие лепят, джигиты шлифуют свои знания в танцах. Нравится танцевать? Очень нравится. Хотя иногда стесняюсь, но все равно нравится. В отдаленных сельских поселениях буквально вдыхают новую жизнь. Речь идет о Датыхе. Сегодня здесь слышен детский смех, а по вечерам в домах горят огоньки. Постепенно в свое родное село возвращаются люди, которые покинули эти места еще в 90-х. Здесь, на земле отцов, они обретают душевный покой и занимаются хозяйством. Семья Макшарипа Мархиева уже точно никуда не уедет. Впервые за долгие годы по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова в сельском поселении наладили газоснабжение. Власти республики приняли решение возродить сельское поселение и начали реализацию программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Здесь построена современная насосная станция с мощностью 55 кубометров воды в сутки и резервуар объемом 100 кубометров в рамках национального проекта «Экология». شانس خالص ميجوا جاز حدواش خيدوس بون أسمع ببرنامج проект يحكى شاخد يعني دوخ تيس 21 году حدو دوت الله تزنق به بتشاه Изменения в лучшую сторону произошли в самом крупном сельском поселении Сунжинского района. В Троицком проживают более 25 тысяч человек. Самым значимым событием уходящего года стало открытие сельской амбулатории. Старая 2 года располагалась в приспособленном помещении и уже не справлялась с потоком пациентов. Со строительством нового здания у нас эти условия появились, и мы стараемся в полном объеме оказать нужную медицинскую помощь нашим больным.
Другой, не менее важный в жизни села объект – переправа на улице Мостовой. Ее реконструкцию начали после обильных дождей весной этого года. Тогда уровень реки Сунжа резко поднялся, из-за чего снесло опоры сооружения. Передвигаться по нему было небезопасно. Строятся соцобъекты и для самых маленьких жителей села. Новый детский сад уже ждет своего открытия. Он сможет принять 220 малышей и существенно снизит очереди дошколят. До 2024 года планируется построить еще 2 таких соцобъекта. А в южной части села строится новая школа на 720 мест. 5-е по счету общеобразовательные учреждения начали возводить 1,5 месяца назад. Завершить все работы планируют до конца следующего года. Активно в этом году решались и социальные проблемы жителей Сунжинского района. Так обновлены водопроводные сети сразу 3 сельских поселений. В тех же Мужичах и в сельском поселении Троицкое 2,6 километра водопроводных сетей. Тоже у нас большая проблема с ветхостью, с изношенностью водопроводных сетей. Повезло сельскому поселению Нестеровское с таким человеком, местный житель, который не хочет, чтобы его называли, поэтому я, наверное, называть его не буду, но он уже даже 3-й год ведет эту работу, болеет за свое село, поэтому вот в части водоснабжения в текущем году с его помощью проведена вот по части водоснабжения очень большая работа. Это порядка 10 улиц где-то по 650 метров водопроводных сетей было обновлено. А в Мужичи в этом году началась масштабная реконструкция спортивной базы. Объект возведен более полувека назад. Вдохнуть новую жизнь в спортцентр удалось благодаря федеральной программе. Жилые и административные здания отреконструировали. Все это позволит существенно улучшить условия для спортсменов. Одновременно здесь могут заниматься свыше 300 человек. Так что 2020 оказался результативным по многим направлениям для сельчан. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.